Yeah. You ready? Здорово всем! В мире ММА происходит столько всего, что не успеть даже. В последнем ролике мы обещали, что просветим побольше о карьере Муина Гафорова в ONE FC, если вы наберете 500 лайков. Друзья, мы набрали вдвое больше лайков. Спасибо за вашу активность, мы это очень ценим. Сегодня мы сдержим свое обещание. Давайте уже к выпуску. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о возвращении года. Ифтихор Арбобов снова в деле. Судьба Азама Гафорова в лиге ACA. Новый боец в ONE FC. Переход Димитриуса Джонсона в ONE FC и его возможная встреча с Муином Гафоровым. Ролик сделан при поддержке 1xBet, самой надежной букмекерской компании. Здесь всегда высокие коэффициенты и большие выигрыши. 1xBet. Регистрируйтесь на сайте прямо сейчас. 20 декабря 2018 года первопроходец таджикского ММА Ифтихор Арбобов возвращается на октагон на турнире Алаш Прайд. Турнир проводится в честь Дня независимости Республики Казахстан и 375-летию Арбулавской битвы. Звезда таджикского ММА Ифтихор Арбобов будет противостоять казахскому бойцу Артему Резникову. Ифтихор не выходил на ринг длительное время из-за полученной травмы в последнем бою, который для него был не самым удачным. Напомним вам, что он встречался с российским бойцом Олегом Хачатуровым. Рекорд Арбобова на данный момент 13 побед и 3 поражения. Подробную информацию об Ифтихоре вы можете посмотреть на нашем канале, ссылку оставим в описании. А вот оппонент Арбобова, Артем, имеет гораздо больше поражений в своем рекорде, счет которого 6 побед и 5 поражений. Последние 2 боя для Артема были удачными. Он одержал победу над своими соперниками досрочно, что возбудило спортсмена заявить о себе и бросить вызов Ифтихору Арбобову. Бой с Арбобовым для Резникова – возможность показать себя как бойца высшего уровня. Если говорить о прогнозе боя, то тут немножко сложновато, так как оба бойца базовые борцы. Ифтихор – талантливый борец, яркий представитель бойцов партерного стиля. Оба бойца не раз заканчивали свои победы сабмишеном. Артем Резников – мастер спорта по вольной борьбе и боевому джиу-джитсу. Но все же может сыграть значительную роль в долгое отсутствие Арбобова на ринге. Исход будет известен 20 декабря, а мы пожелаем удачи и достойного боя спортсмена. Азам Гафоров. Таджикский боец, выступающий под эгидой клуба Ахмат Таджикистан, в последнем своем бою завоевал временный титул чемпиона, одержав победу над Имраном Букуевым. Напомним, что оппонентом Азама на том бою должен был быть Юнус Евлеев, но из-за травмы его заменили на Имрана Букуева. На данный момент рекорд нашего бойца 11 побед и 0 поражений. Но в связи с последними новостями о слиянии двух бойцовских клубов в ACA становится интересно, кто ждет Азама Гафорова в ACA. В дивизионе 3 чемпиона. Устроит ли бой с Юнусом Евлеевым, или же он встретится с Оскаром Оскаровым. Остается лишь догадываться. А пока мы будем ждать новостей от промоутеров, а вам предлагаем подписаться на наш Инстаграм, вы будете в курсе последних новостей. I don't think there's a doubt in anyone's mind that you are the pound for pound best fighter the world has ever known. И, наконец, про бойца, который перешел с UFC в организацию ONE FC, Димитриуса Джонсона. Этого бойца обменяли на Бена Аскрена, которого нехило раскручивать в UFC. Ну да ладно. Димитриус Джонсон – американский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе и обладатель самой длинной серии защит титула. 11 боев подряд он защищал свой пояс. На данный момент его рекорд составляет 27 побед, 3 поражения и 1 ничья. В своем недавнем интервью боец заявил, что будет выступать в легком весе, и велика вероятность, что его оппонентом будет Муин Гафоров, так как стало известно, что в ближайшее время будет встреча Бибиано Фернандес и Кевина Беллингана, и вряд ли победитель этой встречи будет драться после короткого перерыва. Остается Муин Гафоров, который является претендентом на пояс после своей оглушительной победы над Леандро Исса. Муин Гафоров выступает в полулегком весе, и скорее всего бой будет промежуточным. А мы ждем с нетерпением боя Муина. Друзья, что вы думаете об их встрече? Можем ли мы увидеть противостояние Димитриуса и Муина? Пишите в комментариях, обсудим. На сегодня это все. С вами был Октагон 24. Обязательно ставьте лайки или дизлайки, пишите нам свои представления о событиях сегодняшнего выпуска. Подписывайтесь также на наш Инстаграм, ссылка в описании под этим видео. И до скорой встречи!